Осетинского отделения Академии геополитических проблем. Дорогие друзья, разрешите от имени осетинского народа, от имени автономии осетин в Крыму, в Алании, от души поздравить вас с сегодняшним праздником, пожелать вам здоровья, удачи, успехов. Успехи у нас есть, как мы слышали. Вот. В будущем их будет еще больше. Я хотел бы сказать, что да, действительно, праздник этот отмечает единственное государство, и отмечает потому, что оно очень многонациональное. Более 180 наций в Российской Федерации, начиная с 1612 года, этот праздник мы празднуем, потому что мы должны уметь и жить вместе. Практически нет ни одного этноса, который бы не отличался какими-то особенностями. А вместе с тем жить вместе нам надо. И это как соцветие, это как добавление одного к другому. Когда мы знаем историю, когда мы понимаем, где мы стояли рядом, где мы помогали друг другу, где чего мы где-то взаимствовали, это нас объединяет. Я прекрасно знаю татарский народ, я знаю тяготы его, которые были связаны в связи с депортацией. Это трудолюбивый народ, который практически многому обучил и тех узбеков, в рядах которых они проживали, ну и те сложности. И слава Богу, сегодня все великолепно. Сегодня мы можем отметить, что с благодарностью, что государство все-таки уделяет внимание национальным образованием и делает все возможное. Мы это видим сами, мы это замечаем. И я думаю, что в будущем роль и значение и внимание к этносам будет увеличено. Я должен сказать, что, исходя из геополитической важности нашего региона, было решено создать здесь отделение Академии геополитических проблем. И такая академия создана, и мы уже заключили совместный договор с Академией наук Крыма. Была у нас совместная конференция, на которой присутствовал и ваш уважаемый председатель. Вот. И сейчас у нас уже разрабатывается конкретная программа действий. Как начало действий могу сказать, что, учитывая важность подрастающего молодого поколения, сегодня реализовывается проект России, если кто знает, такая монография есть. И в Бельбекской долине выделено уже 45 гектаров земли, где реализуется и создается международный молодежный оздоровительный центр. Со стороны государства ведется контроль, создается, значит, программа, которая включает в себя комплексное обучение молодежи физическому, нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию. Будет учитываться, значит, индивидуальные особенности и таланты молодых людей. Уже многое по два проведено таких праздника там, построены бунганы. Предполагается, что в будущем там будут выделяться участки отделения для даже зарубежных государств, не только для отдельных регионов Российской Федерации. Цель этого мероприятия – повысить интеллектуальную ценность, повысить крепость семьи, создать полноценный потенциал будущих резервов, кадровых резервов. Вот. И сделано это не случайно в том месте, это благоприятное эстетическое место в экологическом плане, там и минеральная вода, как вы знаете, да, горячие воды, там и близость, значит, Севастополя. То есть со всех позиций это все благоприятно сопутствует.